Работу платежной системы Samsung Pay из-за патентного спора могут запретить в России. В США разработали двуногого робота, способного самообучаться бегу, а платформа якутских разработчиков помогает прокачивать профессиональные навыки. Это очередной выпуск новостей из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Работу платежной системы Samsung Pay из-за патентного спора могут запретить в России. Это связано с тем, что арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарского правообладателя патента на систему электронных платежей, который обвиняет корейский концерн в незаконном использовании технологий. Из решения следует, что суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну. У Samsung есть 30 дней на обжалование решения. Эксперты считают, что до запрета не дойдет. Samsung может оспорить патент или договориться с правообладателем. Для справки, Samsung Pay запущен в августе 2015 года. В России появился через год. По данным Национального агентства финансовых исследований, среди пользователей мобильных платежных сервисов Samsung Pay занимает 17% от общей доли рынка. Университет штата Орегон в США совместно с компанией Agility Robotics разработали двуногого робота Кэсси, способного самообучаться бегу при помощи специального алгоритма. Он стал первым механизмом подобного рода, успешно преодолевшим 5-километровый маршрут по открытой местности. Двуногий робот по кличке Кэсси, изобретенный Университетом штата Орегон, стал первым механизмом подобного рода, сумевшим пробежать 5-километровую дистанцию на открытом воздухе. По словам создателей, Кэсси преодолел это расстояние на одном заряде батареи чуть больше, чем за 53 минуты. В пути он упал всего 2 раза. Один раз из-за перегрева встроенного компьютера и второй из-за слишком высокой скорости на повороте. По данным аффилированной с Университетом Орегона компании Agility Robotics, отвечающей за конструирование робота, Кэсси самообучается бегу благодаря специальному алгоритму, который отвечает за сохранение вертикального положения во время движения. Разработчики считают, что в будущем подобные двуногие роботы будут применяться в самых разных областях, например, для доставки посылок или в качестве домашних помощников. Другой американский стартап Joby Aviation показал видео, на котором полноразмерный летательный аппарат, похожий на квадрокоптер, совершает полет на расстояние 249 километров на одном заряде аккумулятора. Рассчитан аппарат на пилота и 3 пассажиров. Он взлетел с аэродрома в Калифорнии, перешел в режим горизонтального полета и сделал 11 кругов в воздухе, прежде чем вернуться на Землю. Это испытание подтвердило утверждение разработчика о возможности пролететь 250 километров на одном заряде литий-ионного аккумулятора. Вообще, электрические аппараты вертикального взлета и посадки очень требовательны к запасу энергии. Joby Aviation же использовал аккумулятор с катодом из никель-марганца кобальта и анодом из графита. И уверена, что после лабораторных испытаний эта батарея проработает более 10 тысяч номинальных циклов полета. Стоит отметить, что полет на видео аппарат выполнял пустым. В реальных условиях внутри будут 5 пассажиров плюс багаж, что существенно увеличит массу. Переместимся на российский аэродром. В Подмосковье внедрили заправку судов малой авиации с помощью смартфона. На аэродроме «Новинки» начал работать первый в России проект по заправке самолетов и вертолетов топливом с помощью приложения. Программное обеспечение позволит покупать топливо прямо на взлетной полосе. На кадрах можно увидеть бензоколонку, работающую через приложение, и процесс заправки самолетов. По словам руководства аэродрома, необходимость в приложении для заправки появилась из-за желания сэкономить на сотрудниках, обслуживающих клиентов. И мы сделали систему вначале, которая работала на заправочных картах, но для гостевых воздушных судов эти карты должен кто-то продавать. И получалось опять же, что кто-то должен дежурить, быть готовым встать рано утром, прийти продать карту или посреди ночи это делать. Вот. И мы долго искали вариант, как можно все-таки сделать заправку полностью без дежурных людей, без того, чтобы кто-то должен был за ней вот так вот в дежурном режиме ее обслуживать. И, наконец, вот нам удалось с компанией Бензубер задружиться и сделать так, что тот софт, который стоит у нас на заправке, смог работать с их приложением.
С программой BenzUber пилоты судов малой авиации смогут подруливать к заправке, выбрать в приложении нужное количество топлива и самостоятельно заправить судно, уведомить диспетчера о вылете и осуществить полет. При этом весь процесс занимает от 3 до 4 минут. Ранее пилоты должны были заранее покупать топливные карты и уведомлять топливный комплекс аэродрома о необходимости заправить самолет, что занимало порядка 15 минут. Отправляемся еще выше. Роскосмос опубликовал первое видео изнутри модуля «Наука». Двое космонавтов открыли переходной люк на модуле и впервые зашли в него. На кадрах космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открывают переходной люк и впервые заходят во внутреннее пространство. Перед этим в модуле была произведена очистка атмосферы и были взяты пробы воздуха, показатели были нормальными. Как написал у себя в Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, с этого момента можно считать науку интегрированной в состав российского сегмента МКС. Ранее появилась информация о резком падении давления в переходной камере служебного модуля «Звезда». Об этом стало известно вскоре после того, как на «Науке» произошло нештатное включение двигателей, развернувшее станцию на 45 градусов. Однако, по словам Дмитрия Рогозина, эти два инцидента никак не связаны между собой, а постепенное снижение давления на «Звезде» наблюдалось в течение последних нескольких недель. Он заявил, что в ближайшем времени оно будет приведено в норму. Утечка воздуха из модуля «Звезда» была обнаружена около года назад. Как утверждают в Роскосмосе, она не представляет опасности для экипажа. Однако снижение давления в отсеке продолжается, несмотря на все попытки космонавтов найти и загерметизировать трещины. Есть интересный проект, связанный с космосом и в Якутии вообще на сегодняшний день. Регион входит в топ-10 по развитию в стране IT-отрасли. Такие результаты задают амбициозные цели. Прямо сейчас расскажем сразу о двух перспективных проектах. Качать профессиональные навыки и искать себя в мире новых профессий – все это новая платформа «Скиллометр», которую создали якутские разработчики. «Скиллометр» – это не только навигатор образовательных услуг, но и современное колесо профориентации. В социально-общественных навыках, допустим, навык коммуницирования с людьми. Коммуникабельность. Работа в команде. Да, и давайте добавим работу в команде, тоже социально-общественной, и посмотрим, что он может предложить. Теперь перемещайтесь наверх. И здесь уже есть подходящие мне профессии. Да, это айтишные профессии показывают. Можете выбирать. Да. По словам самих разработчиков, идея по созданию такой платформы всегда витала где-то рядом и обрела свою форму только сейчас. Мы работали, и пришла пандемия, и мы поняли, что для образовательных центров это интересная площадка, но в то же время многие из них закрывались, меняли свое направление, и мы искали ту сферу, в которой мы будем наиболее нужны. И для корпоративного и массового обучения именно университетского, именно профессионального мы оказались наиболее нужны. Изначально агрегатор «Скиллометр» был предназначен для участия в хакатоне, но с ходом времени проект преобразился. Изначально мы разрабатывали IT-продукт в сфере образования, позиционировали продукт как marketplace для дополнительного образования, но с наступлением пандемии появилась необходимость в дистанционном обучении, и мы начали прорабатывать данный вопрос в ключе дистанционного образования. И как итог мы получили платформу для корпоративного обучения и для общественного обучения школьников и студентов. Но не «Скиллометром» единым богата IT-индустрия в республике. Так, например, резиденты технопарка вовсю разрабатывают макет спутника, который в дальнейшем отправится в космическое пространство. Орбитальная штука, и там на карте как-нибудь показывать, или на 3D-моделях. То есть вот он летит, здесь, допустим, сбоку можно сделать панельку с графиками какими-нибудь красивыми. Здесь всякая телеметрия показывается. По планам молодых энтузиастов, их спутник должен отправиться в космос в апреле 2022 года к столетнему юбилею нашей республики. Однако такой спутник будет результатом работы многих активистов. Есть в каком-то, в нескольких городах, допустим, аэрокосмические классы. В каждом классе будет стоять программа-аппаратный комплекс. То есть это
скажем так, эмулятор такой, то есть чтобы школьники могли с чем-то поиграть, вот как платы Arduino получается, который подключается к компьютеру и симулирует некоторые системы спутника. Да? Потом стоит специальная программа на компьютере, школьник на ней пишет программное обеспечение, то есть прошивки так называемые, по методическим пособиям нашим, да? Проверяет с помощью этого эмулятора аппаратного и затем загружает набор через центральный сервер, через наземную станцию, которая находится в Малой академии наук в Актенцах, загружает на космические аппараты. Специалисты, знающие свое дело, и молодые энтузиасты. Они верят в успешность и востребованность своих проектов, что и является главной движущей силой в IT-индустрии. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в Instagram-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!